Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто по вам очень сильно скучает? Кто этот человек? Ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Просто загадайте на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе, между вами прям гора. Гора и разлом. Угу. Тот, с кем расстались, тот, с кем не общаетесь, и тот, кто вам проблемы создавал, либо много боли причинил, именно тот по вам скучает. Здесь мужчину показали, вот как будто бы он, не знаю, какой-то актер, артист, как лицедей, да, у него много масок, и всегда какие-то разные роли у него были. Вы намучились с ним. Вот мне идет так, что вы намучились. И сейчас этот мужчина, он просто запутался в этих своих ролях, масках, и голова кругом идет. Еще какая-то женщина его прям за ногу держит. Держит очень крепко. У нее руки словно бы как этот капкан, да, как попался в ее руки, она не отпускает. И маски все разлетелись. И сам какой-то ужасно одинокий, несчастный. Скучает по вам. Скучает, потому что как что-то понял о вас. Как что-то ему открылось. Вот это вот женщина, сильная женщина и женщина жестокая. Так. Вы об этом мужчине сейчас не думаете. Либо это последний мужчина на земле, о ком бы вы хотели думать. Возможно, действительно такую боль он вам причинил, что вы просто вот как отрезали, да, заблокировали у себя в голове, в сознании и в сердце, заблокировали этого мужчину. Я вижу, что были чувства с вашей стороны, были очень сильные чувства. А с его стороны была какая-то вот, как знаете, наигранность, поверхностность, как будто бы он, ну вот как бы это, чтобы не обидеть вас. Сейчас я еще карты возьму. Он играл, да, он всегда в масках был. Никогда не был настоящим, никогда не был сам собой. И к вам он относился как-то легко, играючи, как время проводил, а вы его любили, вы его полюбили. И вот он вам боль страшную причинил, такую боль, что вы прям плакали из-за него, горевали из-за него. Вам, наверное, жить-то особо не хотелось, да, после такого вот поступка, предательства, да, ну, потому что мне кажется, что он все-таки к какой-то другой женщине переметнулся. Вам просто уже ничего не хотелось, вы никому не верили, может быть, даже до сих пор мужчинам не верите, вот после него. Но любовь вы свою к нему заблокировали, то есть под блоком он у вас. О ком угодно вы готовы и рассуждать, и думать, и вспоминать, но только не о нем. Вот для вас это жутко болезненно, да, вспоминать о нем, думать о нем. И ну, вам как-то уже о нем в свое время открылось, да, что он, ну вот, в масках, да, в масках, вы не знали его настоящим. Вот как будто бы сами себе придумали его образ, и как будто бы в образ в этот влюбились. А вот каким он настоящим был, вам только лишь открылось в момент ну, расставания, да, когда он вам особую боль причинил. И тут время прошло. Время, которое, к сожалению, оно не лечит, оно не помогает забыть. Но вы сильная женщина, вы просто себе там в голове заблокировали, и в сердце заблокировали его. Я понимаю, что сейчас эта отсыпка, возможно, вызовет у вас неприятные ощущения. Хотя, возможно, вы уже настолько
умеете с собой вот справляться, договариваться, что на вас это особо не повлияет. Я сейчас объясню, для чего вы вообще сюда пришли, да, для чего вам этого мужчину показывают. Вот не зря я вам про эту женщину говорила, которая его в капкан поймала. Вот мне идет, что именно вот эта женщина с ним творит то, что он сотворил с вами. То есть руками этой женщины наказание и месть за проступки перед вами настигли этого мужчины. Понимаете, вот как пыжился, хорохорился, а от наказания все равно не ушел. То есть не вы, но за вас другая женщина его наказала. В капкане держит, это не значит, что она его к себе привязала. Скорее всего, она ему создала какие-то невыносимые условия, а может быть, он ее там, как, не знаю, в рабство попал, а может быть, она им пользуется. Но что-то вот такое есть, что он как в капкане из-за нее. То есть он погнался, может быть, там за какими-то соблазнами, за вольной, фривольной жизнью, а попал в этот капкан. И теперь он скучает по вам, по тем светлым и теплым дням, которые вы ему дарили. Вы ведь ему обеспечили все, и любовь, и комфорт, и заботу, и ласку. Все, что могли, все ему дали. Даже то, что не могли, дали. И он теперь вот сидит в каком-то унынии, эти маски перед ним валяются, вот как жизнь прожита, да, и что ты поимел в этой жизни, чего ты добился, да, ты пустое место, об тебя вот эта женщина вытирает ноги, ты у нее на побегушках бегаешь. Ни кола, ни двора, ни счастья, ни радости, ни здоровья, ничего у тебя нет. Да? Конечно, сейчас ему очень плохо. Очень плохо, и он скучает по тем счастливым и светлым временам, которые он не ценил, которые были именно с вами. Вот мне так идет. Вы меня, конечно, извините, что я заставляю вас вспомнить о той боли, которую вы пережили. Но вам нужно узнать, что вот возмездие его настигло. Вот, пожалуйста, горы. Горы – это такие серьезные проблемы, это боль, это страх. Вот она, женщина, это лиса. Видите, вот как я сказала, так оно идет. И вот этот ваш несчастный мужчина с серпом. Ладно, не буду говорить, но, в общем, вы поняли, да? Сам себя этим серпом вот по промежности, да, по причинному месту все время рубит. А то, что с ним приключилось, это все он. Это все он. И, казалось бы, что тебе надо? Такая женщина идеальная тебя любит, вот всю себя отдает, умница, красавица. Что тебе еще надо? Да? Зачем ты так себя ведешь? Зачем ты так поступаешь? Вот, как знаете, специально еще как боль вам причинил. Он мог как-то по-другому поступить, но он выбрал вот самый такой коварный путь. Но вот мне идет, что как предательство, измена предал. Да? Он вас предал. Прям слово это крутится, не могу ничего с собой поделать. Вот. Но время прошло, да, время прошло, вы научились с этим жить, вы это заблокировали. Но он, наоборот, сейчас входит в такую острую фазу, когда ему жаль себя, когда он абсолютно несчастный, когда у него просто нет будущего. Да? Там не будущее, а вот такая вот огромная вот, гора. Все, вот оно его будущее. И вот это понимание, что я сам себе это сотворил, и, как проиграл свою жизнь, да, вот перекресток, куда идти, как выбраться, такое распутье у него. Вот ни кола, ни двора мне идет, вот семьи нет, да, счастья нет. Боже мой. Про вас открылось, про вашу верность, про вашу любовь, про то, что вы, вот как за вами он был, как за каменной стеной, да, вы для него были башней. Башня – это защита, башня – это крепкость духа, души, тела, любви, сердца. Понимаете, вот с вами было идеально. И только сейчас ему это все открылось. Как-то за вами еще ухитряется подсматривать. И вот мне идет, что он строит какие-то планы по поводу вот встретиться с вами и попробовать все поменять. Ну-ка, сейчас. Да, он планирует войти в ваш дом, но войти чистым, типа покаяться, раскаяться, вот очиститься, как ребенок, да, вот чистый лист, вот так мне идет. Планирует войти в ваш дом со временем, не сейчас, сейчас он прям вообще никуда не рыпнется, потому что в капкане сидит, но тем не менее такие планы у него есть. Да, были бы крылья, я бы полетел, была бы лошадь, да, поскакал. Хочется вернуть в прошлое, то стабильное, доброе, теплое прошлое, которое вы ему давали. Но сейчас, как сами понимаете, да, нет такой возможности. В капкане сидит, обдумывает то, что с ним произошло, и как ему сейчас больно, и как плохо без вас. Смотрите, у этого мужчины было много женщин.
Он такой лицемерный, он игрок, он оппортунист, он женщинами, ну, просто вот жонглировал, мне так идет. И было очень много женщин, да, имя им легион. Но из всех этих женщин он скучает только лишь по вам. Понимаете? Только лишь по вам. Вот он даже лиц других женщин не помнит, а вас он помнит всю в деталях. Все, что между вами было, все, что он сделал, все, что вы делали, да, он все это помнит. Да, все мысли только о вас. И я вам даже больше скажу. В том положении, в патовом, в котором он сейчас находится, его поддерживает на плаву только лишь то, что он о вас мечтает, то, что он о вас думает. Вот если бы вас не было, если бы не было той истории, которая была между вами, то, скорее всего, этот мужчина бы уже сам себя приговорил. Ну, как бы смысла дальше нет, так страдать и мучиться. То, что у него сейчас в жизни происходит. Сейчас еще один момент просмотрю, и будем с вами продолжать. Нет, он понимает, головой он понимает, что вы его не простили, не простите, и что, ну, такое как бы нельзя забыть и простить. Но он надеется на то, что вы очень добрый человек. Ну, не то чтобы надеяться, он знает это, да, что вы очень добрый и милосердный человек, и что вы не склонны к тому, чтобы мстить, наказывать, да, что, ну, вот как отходчивая, да, можно сказать, отходчивая. На это очень сильно надеется. Боже мой. Ну, надеется, что он сможет вас уговорить это прошлое похоронить. Он понимает, что будет сложно, что там придется не один пуд соли съесть, как говорится, да. Не мытьем, так катаньем он сможет вас уговорить прошлое похоронить. Как достучаться до вас, да, какими-то действиями, причем не одним, а разными действиями доказать свою любовь. Доказать, что вот он все понял, он поменялся. Ну, вот то, что я вам говорила, девочки. Да, вот я говорю, а карты потом дополняют, можно так, подтверждают, да. Вы ему нужны для семьи. Вот для этого вы нужны. Для общего гнезда, для счастья, для того, чтобы вот эту идиллию в любви познать. Ну, либо хотя бы там остаток жизни так прожить. Надеется. Надеется, очень надеется, верит в то, что еще солнце взойдет, а то, что сейчас с ним происходит, это все уйдет. Ну, как сможет вырваться, да? Хоть и пострадает, но все равно сможет вырваться. Ну, видите, какой витиеватый путь к вам. Не буду смотреть, простите вы его или не простите. Вот просто не буду, принципиально не буду, потому что вижу ваши страдания, вижу вашу боль. И я понимаю, что сейчас это и не время, и не место, да, смотреть такие вопросы. Потому что здесь мне показано, что у него будет встреча с вами. Но он добьется этой встречи, либо он ее организует. Это будет. И это будет вот где-то у кого-то следующий месяц, а у кого-то ровно через месяц. Сказать, что вы удивитесь, сказать, что вы будете в шоке, но это ничего не сказать. У вас какая-то странная реакция. Вы знаете, как прошлое нахлынет. То, что вы так долго блокировали, оно вот просто в один момент прорвется. У вас тут даже как истерика может случиться, когда вы его увидите. Но что есть, то есть. Я говорю то, что вижу. Реакция у вас пойдет, конечно, очень сильная. И беспокойство ваше вижу, и даже какой-то стресс вот прям пойдет. И, ну вот реакция такая, вот бежать, да, бежать, куда глаза глядят, вот лишь бы не с ним, лишь бы вот это все не повторилось. Это я вижу. Он как-то вам послание будет потом передавать, либо писать, либо, может быть, даже как письма, даже обычно там под дверь подсовывать. Что-то он будет делать, вот словами. Он вас будет убеждать словами, но словами не сказанными вслух, а словами написанными, да. Будет вас умолять, добиваться, да, чтобы хотя бы выслушали, да, выслушали. Дай мне шанс вот просто сказать что-то. Так что, девчонки, очень он по вам скучает. И, ну, вы его единственный шанс на будущее, да. Вот если вы ему еще откажете, вот прям не сможет вас добиться, то, ну, смысла у него и дальше нет жить. Вот он уже ни во что не верит. Он уже как во всем разочаровался.
А то, что касается его поступка против вас, вот поверьте, вот эта женщина ему уже за все отомстила, причем в троекратном размере, а может быть и более. Она ему кровушки попила, вот дай Боже попила, будь здоров попила, вот вы мне поверьте. Когда он вам, если вы позволите, расскажет то, что с ним приключилось, у вас прям волосы будут дыбом вставать. И вам действительно, ну вы ужаснетесь, и вам будет его безумно жаль. Хотя сейчас вы его просто ненавидите, да, но будет безумно жаль. Вот прям дрогнет ваше сердце. Я не могу словами вам передать, что он пережил, но тут показаны какие-то адские муки, адские страдания. И что эта женщина с ним делала, либо что с ним делали из-за этой женщины, я тоже не могу вам передать, потому что мне заблокируют канал. Ну, как бы такое недопустимо на Ютубе. Ну, что-то ужасное. Вот поверьте на слово, это было ужасно. Ужасно, отвратительно, омерзительно, и такое ломает людей. Действительно ломает. Хотя, можно, ему для исправления и нужно было сломаться, да, и заново срастись, чтобы до него дошло, что то, что он делал, это аморально, это неэтично, это греховно. Да? Ну, потому что он другой стал. Вот маски все свои сбросил, они вокруг него валяются, как обрывки прошлой жизни. И он и сам головой понимает, что он начудил. И головой понимает, что по делам ему досталось. Но вот ему хочется, вот как последние годы, да, остаток жизни прожить именно с вами, именно в любви. И действительно вас очень сильно не хватает. Тут даже не скучает, тут прям нехватка кислорода идет. Тут дыхание какое-то нарушенное. Он, можно сказать, по вам убивается. Вот это будет более правильно. Именно убивается. Ну, девочки, что есть, то вам я и рассказала. Еще здесь мне женщину показали. Женщина, вы с ней дружили. У вас дружба была. Дружили вы с ней плотно, тесно, прям сестренками были. Но по каким-то обстоятельствам вот вижу, что этой женщине куда-то пришлось то ли уехать, то ли съехать, переехать. Может, замуж вышла. Как где-то она в другом месте живет. И эта женщина, она так за жизнь и не смогла найти подобную вам подругу. Вот, чтобы так хорошо было, так, чтобы понимали друг друга с полуслова. И ей очень хочется возобновить с вами дружбу. Вот как-нибудь, хоть по интернету, хоть по телефону, но вот лишь бы с вами. Потому что вы в ее памяти, ну вот просто идеальная сестренка. Вот как-то так мне идет. Вот сестренка, она говорит про вас. Может быть, у нее сестры не было, а может быть, были, но вы гораздо лучше, чем ее сестры, да? Вот как-то так мне идет. Но она вас очень любит. Очень любит, всегда по вам скучала, скучает. И, ну вот даже у нее были моменты, там все бросить, к вам приехать, либо жить рядом с вами. Но мне вот идет, что больше как телефон, интернет, вот там она будет искать дружбу с вами. Может, фамилию вы поменяли, она не знает. Может быть, еще что-то произошло. Может быть, тоже адрес сменили, там, телефон сменили. Все в жизни бывает. Вот она вас ищет, она вас найдет и будет предлагать вам именно такую дружбу. Может быть, в детстве с ней дружили, да, много лет прошло, там 20-30 лет прошло. Но вот как бы ищет и найдет, тоже показано. Еще по вам какие-то родственники скучают. Давно вас не видели. И хотели бы, чтобы вы к ним приехали, как-то вот пообщались, да, вот хочется поддерживать родственные связи, вот как посмотреть на вас, да, какой вы стали, да, вот как изменились. Но здесь больше как именно родственники и пожилые родственники мне идут, да, не какие-то там братья, кузены, кузины, а именно там тетушки, дядюшки, бабушки, там, может быть, даже двоюродные бабушки. Вот кто-то, кто в детстве вас нянчил, с вами нянчился, много времени проводил, может быть, в честь этого человека вас назвали, там, имя одно на двоих. Может быть, этот человек с вами в детстве много времени, да, вот как нянька у вас была. Вот прям очень по вам скучает. Хочется вас увидеть, хочется посмотреть, как вы изменились. Это именно родственники. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.